прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Держа руку на пульсе. Рамзан Кадыров вместе с советником президента России Русланом Эдельгириевым провел инспекцию ряда объектов и Тункалинском и Шалинском районах республики. Узнаем все подробности в этом выпуске. Любовь к миру. Это очень важное направление взаимодействия в области культуры, и мы, безусловно, будем наращивать эти взаимоотношения. В Абхазии стартовали Дни культуры Чеченской Республики. В программе самые лучшие творческие номера. Попробовав на себе. Родители на себе почувствовали, что это такое, чтобы родители поняли процедуру и порядок проведения сдачи единого государственного экзамена. В регионе состоялась всероссийская акция Рособорнадзора «Сдаем вместе» – День сдачи ЕГЭ с родителями. Поняли ли старшие, что экзамен – это не страшно? В высокогорье на пересечении рек Хачерой-Эхки и Аргун выводят осетр. Планируется в скором времени и форель. Рамзан Кадыров совместно с советником президента России Русланом Эдельгириевым провел инспекцию в Итун-Калинском муниципалитете. Первым объектом на маршруте стало рыболовное хозяйство. Продолжился он в гостинице «Ведучи», а закончилась оценкой шале. Луиза Яхьяева с подробностями. Первым объектом инспекции Рамзана Кадырова, которую он провел совместно с советником президента страны Русланом Эдельгириевым, стало рыболовное хозяйство в Итун-Калинском районе. В 48 бассейнах разводится осетр, скоро здесь появится и форель. Здесь на данный момент находится 19 тысяч голов. Проектная мощность этого хозяйства где-то будет у нас 75 тысяч голов. Это на мясо и на черную икру. Вот в этом году мы планируем цех построили. В этом году планируем до тонны икры мы сдаить. В следующем году увеличение на 20%. Итак, где-то через 3 года мы будем получать мощность 3 тонны икры, черной икры в год. На данный момент у нас есть русский осетр, бестер, ленский. Ленка – это ленский на белугу гибрид. Есть белуга, калуга. И есть самое главное, что я сегодня привез, разгрузил, это золотой осетр альбинос. Да. Его в России как бы, у 2-3 осетровых хозяйств есть. Мы самые крупные. Вот это белуга. Белуги у нас 9070 штук. Завтра еще доезжает 2700 штук, еще такой доходит. Здесь у нас ленка, это гибрид ленский, скрещенный с калугой. Она пугливая, она над стенкой находится вся, она черного цвета, и она как бы маскируется. Белуга, она более такая открытая, вот она плавает, вот сейчас можете глянуть. Вот белый, он в простонародье золотой осетр. Можем достать. Вот на бочок, вот так, на бочок ее. Да, это гибрид. Это альбинос. 674 головы, я думаю... Первое место все-таки у нас по этой рыбе. Вот эта рыба уже 2 года доилась. В этом году она будет доиться здесь. Да. Это ленский. А вот это бестер. Но он скрещенный с русским. Это желтый, жирный, да. Хороший. Но самочка здесь есть. Здесь что-то есть уже. А это... Ну, по номерку можно увидеть, это, походу, сдоенное в том году было. Давай, аккуратненько. Вот они себя чувствуют здесь хорошо. Во-первых, им очень сильно подходит вода. Кислород 14 миллиграмм. Она кайфует. Сейчас вода потеплеет, мы ей дадим стартовый корм. Она вообще начнет играть. Я пригласил своих коллег с бывшей Украины. Они согласились сюда приехать, как бы поддержать, потому что это проект, как бы, ну, это не ради денег. Да, это чисто, да. Это проект жизни.
Объект еще находится на этапе строительства. После завершения планируется, что он станет еще одной точкой на туристическом маршруте Ведучи. Уже построены домики и ресторан, который будет называться «Белуга». В данных бассейнах более 19 тысяч рыб. Вода в них поступает из реки Хачерой. Это единственное осетровое хозяйство в регионе. Из-за ее вкуса эту рыбу называют царской. И уже совсем скоро любой желающий сможет попробовать осетр здесь же. Аккуратно. А сколько месяцев рыбе? Год и месяц. Год и месяц. Да, средняя навеска где-то 270-300 грамм. А как называется? Белуга. Белуга. Далее они отправились в знаменитый горный курорт Ведучи. Здесь их ознакомили с планом строящегося отеля и рассказали, с помощью каких материалов возводится объект. В строительных работах задействовано большое количество человек, а также современная техника. Начальник участка заверил Рамзана Кадырова в том, что остались последние штрихи. Отель будет завершен в кратчайшие сроки. Я шел документалистом. Штукатурные работы тоже 80% денежью. Здравствуйте. Что у меня был стоянок юг. Вот это само здание, фонтан, Гуандашо. Это зеленая зона. Общая площадь для дома. Общая площадь 1800 метров квадратных. أنا عارف شو إيش ده أنا عارف شو ده أنا شو ده شو ده يلا شو Я. شو 30% глубина, 70% десна. Выделительный бюджет 1 150 миллионов рублей. Расход часть 500 миллионов рублей. Следующим объектом на пути стали шале в Ведучи. Построены они в стиле традиционной вайнахской архитектуры и прекрасно гармонируют с горными массивами. Здесь же глава субъекта опроверг слухи, возникшие после его встречи с Владимиром Путиным. В соцсетях обсуждали прибор на его пальце, говоря, что он напоминает медицинский. На самом деле это электронный счетчик, используемый для подсчета восхвалений посланнику Аллаха. Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик. Я читаю молитвы. Так что давайте не гоните. Я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100%. Так что вот такие дела. Что бы кто бы ни говорил, Ахмад сила, Россия мощь, Аллаху Акбар. Так что мы победим. İş doktor, video çakıyoruz ya da. Şahane halde da. Du basenju. Maşallah. Гостиниц в третьем квартале едешь, шалишь, едешь, да. День семья, меня легкую компанию, да. Шачу бан. Шетахан. Дауэлен, да. Сада. Хазметик шудастан. نقشي شوي خذوا شو دون دينا دون ما شاء الله هيتساكيس دون دي عادون الله يجي شوي قلوي دون وي республику обязательно шея коучи шо цара шея обязательно коучи чан дон пригласим дон наших братьев грузинов дон вот недалеко они гости дон самый лучший танец у них картули дон. На обратном пути Рамзан Кадыров решил проверить ход работы по прокладке туннеля через Итумкалинские горы. С помощью специальной техники уже проложили 1,5 километра пути. Работы здесь вовсю кипят. Сооружение упростит дорогу для желающих посетить туристические объекты. Рамзан Кадыров поинтересовался, на каком этапе строительства. Комплекс спортивно-тренировочный комплекс аналога на юге России и очень участников легких объектов там в центре объекты директив, рейсовые, такие рестораны, сандон, правительство, один адрес, на месте. Очень такого сейчас, захочу сделать возвести на малый зелень. Ела на бэкстол. هذا حبوط توريش بتكلم ناس ده لازم كده تقول فوق عشان وقت معقول عشان وقت تعرف لا عشان وقت ده
Yok esasında. Böyle случай makbulen tam rayonu. Ayşe borçlu. Yalgıt borçlu. İyuler. Ama ne olacak? Yok savunma verir. Onu yaptan bir resmen Bravo. دي هتوصل بوجه القيادة السيجارة بيطلع 30 туннель لكن БВР مش نلغى вообще БВР проходит. А всего мел длина? 1,5 километра. А 200, около 200, да? 220 уже чахло. 220 с этой стороны, 70 метров уже с той стороны сделано на выходном. У нас день подрядчика, это для спецстрой, который давно этим занимается, и наша местная организация ЧУС. Два подрядчика у нас. Там-то еще одна чистовая отделка должна быть полметра толщиной, чистовой проход будет где-то 5 метров в диаметре. А специальное оборудование еще и давали? Специальное оборудование шпуры будем, рюкштох и заряд на 3 метра заряд щек и отпал где-то от 2 до 3 метров получается пройти проходку. Потом дорабатывать гидромолотом. Гидромолот, экскаватор, погрузчик, специальный подземный автопоезд, МУАЗ, который там расчленен посередине, который есть, который... Именно туннельный. Самосвалы, КАМАЗы там не работают. Камера разворота тут не разворачивается. Специальная техника есть. А вообще проблем нет у вас? Все? Нету, пока все нормально. Пока в график, пока все нормально, идем. Нет. Хорошо. Удачи. Когда вы? Не секрет, что туризм в регионе развивается активными темпами. Гости из других регионов России и стран зарубежья прибывают сюда за активным отдыхом в горах. Для их комфортного пребывания в регионе постоянно строятся современные объекты и прокладываются дороги до самых труднодоступных точек. За этой сферой с особым вниманием следит глава региона. Луиза Ахяева, Резван Насипов, Анзор Тураев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 1,5 миллиона тонн в год продукции планируют выпускать на заводе «Чеченцемент». Там идут работы по модернизации, которые позволят увеличить объем товара. Инспекцию по объекту провел Рамзан Кадыров в сопровождении советника президента страны Руслана Эдильгириева. После они осмотрели Аргунский гидроузел. С подробностями Адам Магомедов. На территории завода «Чеченцемент» идут работы по его модернизации. Вперед с 2023 по 2025 годы планируется увеличить объемы производства до 1,5 миллиона тонн в год, а также создать 150 новых рабочих мест. Рамзан Кадыров в сопровождении советника президента страны Руслана Эдильгириева провел инспекцию по объекту. Май-июнь мы уже к второму этапу, это строительство еще 2 дополнительных. Мы начинаем с конца, 2 силоса дополнительных, плюс цех помола, и потом уже переходим на новую печь и складские помещения под запас сырья, чтобы мы к концу лета могли с запасом финансово, будем делать запас. На сегодняшний день порядка 20 тысяч клинкер запас еще. На вчерашний день это порядка 20 тысяч тонн цемента еще ежедневно делаем мы, но с завтрашнего дня перераспределяем объем таким образом, в первую очередь на первостепенные соцобъекты, которые, как правило, в основном фондовские организации будут набирать. А с реализацией проблем, Тут же глава региона пообщался с подрядчиками и поинтересовался ходом работ. Завод является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Северокавказском федеральном округе. В 2019-м был завершен первый этап вывода предприятия на проектную мощность, что позволило увеличить выпуск продукции до 670,5 тысяч тонн. Идешь как раз подрядчику. Как идет работа дома? Хорошо. Проблем? Пока проблем нету. Сейчас ведется строительство первого этапа энергоцентра на 48 мегаватт. Первый этап у нас состоит из 2 энергоблоков по 16 мегаватт. Наши поставки все полностью российское, то есть импортозамещение полностью здесь провели. Сейчас выполнены 2 фундамента под основное оборудование, это газотурбинные установки. Вот вы сейчас можете видеть, там в опалубке стоят. Их буквально на днях забетонировали. Сейчас будем под конец недели это все разопалубливать. Также ведутся дальнейшие работы по разработке основания всего. Котлованы дальнейшие разрабатываются и поставка оборудования. То есть, сейчас там вот немножко не видно, видите, вот белые упаковки, и там за складом еще дальше продолжается склад. То есть поставки оборудования постоянные. У нас часть оборудования мы привозим сюда, то, что нам требуется для монтажа. Часть оборудования у нас находится на складах, так как требует особого хранения. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным планом графика. Конец когда?
Конец первого этапа у нас запланирован на конец 23 года, а второй этап до конца 24 года. В 2024 году он заканчивается. Да, полностью, то есть 2 этапа в 2024 году будет сделано. После чиновники отправились на осмотр реконструированного узла на реке Аргун. Аргунский гидроузел состоит из водосливной плотины длиной в 60 метров и 2 зданий с каналами для подачи воды. Один из них — это Шалинский магистральный канал с расходом воды 10 кубов в секунду. Еще один — это Аргун-Гайты-Мартан, который находится вон с той стороны. Его расход составляет 36,6 кубов в секунду, а максимальный же расход 833 куба. Вода дальше отправляется в населенные пункты и используется для сельскохозяйственных нужд. Работы по постройке Аргунского гидроузла были начаты еще в апреле 2021 года и завершены в декабре 2022. На данный момент объект готовится к вводу в эксплуатацию. Работы начали в апреле 2021 года. Планировалось за 5 лет закончить, 6 лет закончить объект. Далее за 3 года, сейчас по факту за 2 года закончили полностью все. У нас тут 2 канала, это Шалинский 10 кубов и 36 кубов Аргун-Гайты-Мартан. Орошаемых земель у нас подвешено 23 тысячи гектаров, это 6,5 тысяч в Шалинском районе и в Усмартановском и Гродненском муниципальном районе 16,5 тысяч. И на обводнение 52 тысячи гектаров. Вообще бассейн между барах. До 1,5 миллиона кубов воды. В этом бассейне? Да. Терпта, чудо, короче, примерно визуально, за карта, самые ютхметки, терпятся, самые за войны именно и дам бекер, гидроузел бекер, дикметки. Вот и харжа хазин, вот полностью визуальная визуализация Нина. Николаевская, правобережная. Эти и док, yok ya mesela, o kadar da hiç o davva etsi, sбивать лишь, там медленно, когда бьет. И не халха до того yok ya, док это лучше что. Помимо этого имеются рыбозащитные сооружения, чтобы она не попала на поля и не гибла, а проходила через подземные железобетонные трубы и выходила обратно в реку Аргун. Имеется 16 камер видеонаблюдения, также автоматическая система управления с диспетчерским пунктом. Установлено современное гидромеханическое оборудование, а также есть промывные галереи. Объект создал до 20 рабочих мест. Построено служебное помещение, где будет находиться диспетчерская служба, комната отдыха персонала там, и так далее. Сушильная комната, оборудованная со всем необходимым. Благодаря улучшенной подаче воды сельскохозяйственное производство повысит свою эффективность, что является большим плюсом для развития экономики региона. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев, Аслан Ахматов, Сайцелем Даутмирзаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. По поручению Рамзана Кадырова заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова назначена куратором сферы здравоохранения. Об этом стало известно на совещании по развитию данного направления. Амина Тупилагова с подробностями. Сферу здравоохранения теперь будет курировать заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова. Об этом сообщил вице-премьер правительства региона Адам Алханов. На встрече также присутствовал министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Решение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о назначении Хутмат куратором одного из самых важных социальных направлений во многом связано с ее высокими результатами в развитии медицинской реабилитации в регионе. Ассаламу алейкум, дорогие массалин. Сегодня по поручению главы Чеченской Республики, Героя России и Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова проводим совещание по развитию системы здравоохранения. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова хочу озвучить решение о том, что сферу здравоохранения будет курировать заместитель руководителя секретариата главы Кадырова Хутмат Рамзановна. Данное решение принято исходя из того, что мы все сами видим наглядно то, что под кураторством Хутмат Рамзановны реабилитационная сфера вышла на новый уровень. Теперь накопленные знания и опыт в реабилитационной сфере будут способствовать развитию здравоохранения в целом регионе. И вместе, как сплоченная команда, будем решать те или иные проблемы, касающиеся данной сферы.
Sundayriyas xil alu ordar vaymeh kden Ramzan Akhmatovich'in iştiyasham sayk balar. Dam lahvanit nuqoch itiyashamlar besh vaymeh kan berkate хуш Ахмад Хажани лaqu harбувай дал берктиой. За последний год реабилитационные центры республики, можно сказать, пережили множество этапов под чутким руководством Хутмат Кадыровой. Качество оказания реабилитационной помощи по всем основным направлениям заметно выросло. Внедрены новые современные методы лечения и привлечены лучшие специалисты из разных регионов России. Однако все достижения стали возможны благодаря вниманию ко всем важным вопросам со стороны главы Чеченской Республики. А сегодня новое начало в развитии медицины в целом. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет первостепенное значение развитию здравоохранения региона. За последнее время в медицине произошли положительные изменения, среди которых материальное и техническое оснащение, улучшение условий оказания медицинской помощи, обеспечение кадрами и внедрение новых методик диагностики, лечения и реабилитации. В этой связи Сулейман Майбекович хотелось бы услышать об итогах работы за 2022 год. По каким показателям мы лидируем и какие необходимо улучшить. В этом году планируется строительство 13 объектов здравоохранения. Расскажите об этом подробно и в целом о планах на текущий год. В Чеченской Республике наблюдается устойчивая положительная динамика по продолжительности жизни. Свою эффективность Минздрав региона в очередной раз доказал в период обострения коронавирусной инфекции. Ведомство продемонстрировало способность реагировать на самые сложные вызовы. Им была проделана огромная работа по налаживанию всех показателей. Об этом более подробно рассказал в своем докладе министр Сулейман Ларсанов. Чеченская Республика по основным демографическим показателям на первом месте среди субъектов ЮО по рождаемости, на первом месте среди субъектов по естественному приросту населения ЮО и на втором месте среди регионов Российской Федерации с наиболее низким коэффициентом смертности. Это 4,8 на 1000 населения. В 2022 году проведена очень сложная работа по снижению смертности, так как Чеченская Республика находилась в 39 красных зонах. Динамика снижения смертности идет в положительную сторону. Это, так как я ранее озвучивал, это работа на местах, это рабочие группы, это оборудование, новое поступившее оборудование, и либо то оборудование, которое простаивало, ими не пользовались. Очень большая работа была проведена по информатизации, то есть мы были в красной зоне, а на сегодняшний день и министром здравоохранения Российской Федерации мы были озвучены, мы обогнали Башкирию и Татарстан по информатизации здравоохранения, тем самым стали лидерами в Российской Федерации по данному направлению. Идут реализации национальных проектов в Чеченской Республике. Общий объем на реализацию национальных проектов составляет 3,5 миллиарда рублей. Это национальный проект здравоохранения. В рамках данного проекта у нас идет строительство медицинских объектов, закупка автотранспорта, закупка медицинского оборудования для первичного звена. Руководство Министерства здравоохранения выразило благодарность Рамзану Кадырову за всестороннюю помощь, а также за назначение нового куратора, который уже показал свою эффективность в других направлениях. В любое время или поручение чакак подольше до охватина Если есть какие-то проблемные вопросы, в которых я могу помочь, также озвучьте, я с удовольствием посодействую их решению. Амина Тупилагова, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Председатель правительства Муслим Хучиев провел заседание Кабинета министров. На рассмотрение было вынесено 46 проектов постановления. Документы направлены на социальную поддержку населения, защиту природы, экономическое развитие и перевод земель сельскохозяйственного назначения в промышленные или специальные. Участники заседания приняли и одобрили все представленные инициативы. Сотрудники отдела МВД по Курчалоевскому району и батальона «Запад Ахмат» оттачивают свои боевые навыки на передовой. Военнослужащие за спиной имеют большой опыт, полученный в работе и багаж знаний, который приобретен в том числе в Российском университете спецназа. Они регулярно продолжают совершенствоваться и тренируются на полигонах. Необходимые боеприпасы и экипировка у силовиков имеются.
Gwait wordt ik zeggen, goed goed wat maar gewoon dat wij ook dan TikTok en delen wat we zijn delen aan dat TikTok en dat is jullie met had ik zeer macht dat je lacht dat bij we terug ook shias bij dan spitsen daar in check dan spits operatie boabes toch dan. Богослов Магомед Хитанаев встретился с военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Он напомнил им об основных целях ее проведения, призвав бойцов к стойкости и терпению, а также рассказал о награде, уготованной Творцом для тех, кто жертвует собой в священной битве против врагов религии, подчеркнув, что каждый, кто сейчас находится на поле боя, выполняет благородную миссию, возложенную самим Всевышним. رمزان حاجة بروتشين إنسان سن أمران ثاني حدا كان دوي ده العرش وإذا وي مفتي قربان ثاني حدا كنا دوي إشتوقنا المير بريات إشياش أكت إشياش أكشتا وي بتشوا دين أو باش بلو ناخو يو باخي ترهودون أجي مصو همانز برودكت ليل إدو كوك دو خليلة إت أورا غدين تعشى دين أور هو خيرو تسيسي ترحمة إشياء حق اللي ثاني شيء شي قيتم ثاني شي عالش وقوتش خلق جن تبزخل وجدالة خوز أعمال وشولوي نوقتي شو حوي نوشولو دينين كانت دوزل دا الله دا العالش ويلزا طولمتي ويتس انت ايوير زويلة لازين شان دا الولي مارشو يلا داقل غنشانا الله دا تيرغاز واتقوبل دويلة. В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. В столичном аэропорту к бойцам обратились официальные лица. Каждый из них пожелал удачи в борьбе против неонацистов, амуниции и всем необходимым солдат обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Девяносто пятый год я хитчо майбат один из майхтан сандак дос он сайдар я дохл карахту ما تعيس دم تار ولا سو شو ما غير هو يعني حقا شو الله دالا شيء زام تقاتشز تق إيميل سين إيميل أوتام بيأخذ ديونا إيش ديون ويغيرو الويتش لاتشني هيتس أرا الويتش لاتشني ديون كوكشر شيء واحد بردور كورت كيتي ليرا وديون وجي نوكش ويتس عن وجه شا وبيس بات إسبات ديونا شو لقري عقيت نشون ويتس سجع بوغا ديونا أبتي زبلنا وستي تعبيشن بوشي دوزش بوزش وجه تليفون شياتش خير بوديون الله دال أتو بولش دال أربع قنية تولمز يحكيش وين أختي قوما على الغاء وي شيء جرجر كان على الغاء يحكي تصدق يرزول شو وريدوش ويجي ديون وارجع لي خلوش نختي كان توام بيت ويش دات نختي تمن ديون شال وينو دال على شدول ديون دال يعرجون دال دال أتو بالمصير. Я уверен, что с поставленной задачей вы справитесь. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим инструкторам, которые обучали вас в Гудермесском университете спецназа. Вы прошли переподготовку. Самое главное – слушать своих командиров, беречь друг друга и живыми и здоровыми вернуться к своим семьям. С победой! Мы все желаем вам удачи и берегите друг друга и вернитесь живыми и здоровыми обратно домой. Обязательно победа за нами. Мы победим, иншаллах. Ахмад! Сила! Аллах! Аббревиатуру ЕГЭ знают все, от школьников до пенсионеров. Чем старше становится ребенок, тем сильнее накал страстей вокруг выпускного экзамена. И тем больше опасений и страхов, причем как у самих учащихся, так и у взрослых. Именно поэтому Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России организовала для родителей будущих выпускников возможность обмена местами со своими детьми. Они погрузились в атмосферу сдачи ЕГЭ, от процедуры прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Адам Магомедов проследил, не пытались ли списывать родители.
Не важен результат, важно, чтобы вы помнили процесс, процедуру, как все это делается. 8 заданий по русскому языку предстояло выполнить родителям школьников на едином госэкзамене. Для этого им дан 1 час, поскольку все происходит в более сжатой форме. Вначале 10-минутные инструктажи, после распечатка и раздача бланков. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». Вокруг ЕГЭ много слухов, много домыслов. Мы организовали ЕГЭ для родителей, чтобы родители на себе почувствовали, что это такое, чтобы родители поняли процедуру и порядок проведения сдачи единого государственного экзамена. Участники смогли попробовать на себе все процедуры экзамена и узнать, через какие переживания приходится пройти школьнику. Все находится под строгим контролем, так что даже не списать. Действительно, мы испытали, может быть, те же волнения, те же чувства, которые испытывают наши дети, сидя в аудитории, когда перед ними лежит вот эта работа, и надо собрать все свои мысли и попробовать решить все задания. Да, трудности, конечно, были, они всегда есть, но всегда есть параллельно возможность преодолевать их. Вот только знание тебе помогает найти правильный выход из составленного сложной ситуации. Теперь, зная все сложности госэкзамена и познакомившись с его правилами, родители смогут придать своим детям правильный психологический настрой и необходимую уверенность. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в орган управления образованием и зарегистрироваться на пробный экзамен. По всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями» участвует 15 школ Чеченской Республики по одному образовательному учреждению в каждом районе. В ней могут принять участие родители, бабушки, дедушки школьников, общественные деятели, журналисты. Акция проходит уже в 6-й раз по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Досрочный период сдачи единого госэкзамена начинается уже 20 марта. Адам Магомедов, Сайдали Ампукаев, Сайцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Делегация из Чеченской Республики во главе с заместителем министра культуры региона Марит Байсаровой встретилась с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба и министром культуры Дауром Кове. В ходе визита собравшиеся обсудили мероприятия, проходящие в Сухуми. Артисты драмтеатра имени Лермонтова уже показали зрителям спектакль «Белла» по мотивам романа «Герой нашего времени». Также гостей ждет концерт мастеров искусств в филармонии имени Шахбулатова. А 17 марта пройдет концерт ансамбля народного танца в войнах. На встрече отметили, что Дни культуры проходят в 30-ю годовщину победы в Отечественную войну народа Абхазии и подчеркнули, что в их стране высоко ценят вклад чеченских добровольцев, стоявших плечом к плечу с защитниками. Инициатор мероприятия министра культуры региона Айшат Кадырова. Безусловно, одним из значимых культурных событий является проведение Дней чеченской культуры в Республике Абхазия. И в этой связи я хочу поблагодарить Министерство культуры Чеченской Республики, Министерство культуры Абхазии. Безусловно, это очень важное направление взаимодействия в области культуры, и мы, безусловно, будем наращивать эти взаимоотношения. В завершении чеченская делегация вручила памятные подарки. Лучшей демонстрацией наших теплых и уважительных чувств по отношению к вам будет небольшой, но от всего сердца искренний презент. Это чеченская национальная папаха, каракулевая шапка и бурка. Это вам. Спасибо большое. Спасибо. В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» учащимся комплекса общего и дополнительного образования «Квант» рассказали о мобильной безопасности. Лекция была направлена на развитие навыков цифровой экономики, ознакомление с основами кибербезопасности и защиты данных на устройствах. В ходе занятий ребята погрузились в профессию IT-специалиста, рассмотрели, что такое вирусы и какими действиями можно сделать свой гаджет максимально защищенным от них. Педагоги рассказали о важности тщательного хранения конфиденциальной информации и правилах удаления вирусного файла со смартфона.
В комплексе общего и дополнительного образования «Квант» создали первичную ячейку российского движения детей и молодежи «Движение первых». Создано оно по инициативе президента страны в целях воспитания, организации, досуга и формирования мировоззрения на основе патриотизма. Адам Сулейманов продолжит. Приоритетная задача нынешнего поколения заключается в том, чтобы обеспечить достойное будущее, привив молодежи лучшие человеческие качества. Одно из таких качеств – патриотизм, служащий главным рычагом в развитии любого государства, а молодежное движение первых и направлено на его формирование. Создано оно 18 декабря 2022 года по инициативе президента страны. На базах образовательных учреждений основываются первичные ячейки движения. Одна из них открылась в республиканском комплексе общего и дополнительного образования «Квант» города Грозный. Церемонию открытия посетили и официальные лица во главе с заместителем председателя правительства Чеченской Республики Адамом Алхановым. После торжественного поднятия российского и чеченского флагов и выступлений самих учащихся, министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев и министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов отметили важность развития данного движения. Во время мероприятия к движению первых присоединились 6 человек. По словам юных героев, они готовы идти по выбранному пути до самого конца, невзирая на все предстоящие трудности. Наша первостепенная задача как представители движения первых – это защищать и любить свою родину. Наше движение имеет международную важность. Мы будем дальше его продвигать, совершенствовать, чтобы привлекать других последователей. Значение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения трудно переоценить. Его приоритетность очевидна на самом высоком уровне. Молодежные объединения не просто клуб по интересам, это коллектив, объединенный одной идеей. Адам Сулейманов, Маусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.